Добрый день, уважаемые зрители! Сейчас мы вам раскроем такую тему, как социальные и национальные проблемы Якутии 90-х годов. В условиях полиэтничности республики и развития рыночных отношений перед Саха и малочисленными народами Севера, ориентирующимися в основном на традиционные виды занятий, остро стоят проблемы их социальной адаптации и повышения конкурентоспособности. очевидно, что в новых условиях якутские языки, как и другие малочисленные этносы Сибири и Севера, ожидает один из самых сложных этапов в их развитии, раскрытие особенностей которого невозможно без обращения к этнической проблематике. Между тем, возникающие в этот период проблемы этнического и этнокультурного развития народов Республики Саха-Якутия не получили должного концептуального научного освещения. На наш взгляд, это свидетельствует как о сложности данной задачи, так и недостаточности усилий. В отличие от большинства других республик России, Якутии всегда высокой оставалась доля национальных школ. Все предметы с 1 до 10 класса изучались на якутском языке, поэтому рост национального самосознания во времена перестройки оказался существенным. Многие жители республики, в том числе не Саха, начали изучать язык самостоятельно. Родители старались обеспечить детей образованием на якутском языке. Правда, сейчас чисто национальных школ в России, в том числе и в Якутии, практически не осталось, так как единый государственный экзамен теперь можно сдавать только на русском языке. Тем не менее, в большинстве школ Якутии существует так называемый национальный компонент. Обучение полностью на якутском языке существует только в начальной школе. Поэтому сейчас якутский язык все же сдает свои позиции, но по сравнению с другими республиками ситуация не такая уж плохая. Сохранение образования в начальной школе на якутском языке было ключевым фактором. Надеюсь, мы хоть немного раскрыли вам данную тему. До новых встреч!